Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Саша и Даша». Это Даша. А это Саша. И сегодня в гостях у нас директор по развитию креативных индустрий корпорации развития Якутия Петр Гоголев. Привет, Саша. Привет, Даша. Привет. Очень рад быть с вами здесь. Классно. Взаимно. Очень здорово, что ты согласился прийти, потому что сейчас вокруг темы креативной индустрии, как говорится, образовались вопросы у многих людей, потому что, более того, всем этим у нас занимается еще и Министерство инноваций, и у населения, и в целом у наших подписчиков вопросы о том, что это такое, как это работает, как это может быть полезно для населения, и в чем вообще люди будут качественно измерять. То есть вот это вот ощущение того, что вот они, креативные индустрии, развиваются. Вот, А где эта креативная индустрия? Да. Вот. Хорошо. Креативная индустрия, в принципе, везде вокруг нас. И, например, даже сегодня на нас, можно сказать, видим. Я вижу, Даша, по твоей футболке, вот на мне, например, один из брендов якутских, да, которые сделали наши дизайнеры. Она, в принципе, вокруг нас. И попробую тогда очень простыми словами все это объяснить. Что это и вообще зачем оно нам надо? Ну, вообще, к креативной индустрии, к ним относятся кино, музыка, дизайн одежды, видеоигры. К ним могут, там рядом находится и гастрономия, то это все еще тоже, музеи, все, что связано, например, с культурой. Я бы для себя понимаю, что это, во-первых, новая культура, которая понятна современной молодежи, понятно нам, так сказать, миллениалам и зумерам, но не культура в своем классическом виде. То есть, например, если это опера и балет, но это не относится, но если это концерт, какой-то музыкальный фестиваль, то это относится к креативной индустрии. И тут надо говорить больше о креативной экономике. Если мы, например, сделает человек какую-то футболку только для себя именно, для своих друзей, это просто он сделал футболку. А если он сделал классный дизайн, упаковал хороший бренд и начал его продавать, то это уже появляется экономика. Он создал какой-то продукт, зарегистрировал себя как юрлицо, начал это продавать, и он вливает деньги в экономику, зарабатывает сам, платит налоги, создает рабочие места, и это мы уже называем экономикой. Это на самом деле, это в принципе у нас, если говорить про Якутию, то это появилось в принципе давно. Очевидно, что это уже начали наши появляться дизайнеры одежды уже давно. У нас крупный, большой опыт в разработке видеоигр, как взять, например, опыт компании Mytona, Fantastic. То есть это все у нас уже было. И к нему относится и IT, вот как компания Drive и многие другие. Это уже было. И в целом в стране это начало, мне кажется, очень хорошо вот проявляться, именно чтобы было всем понятно в такое понятие, как креативная экономика. Давайте, и государство обратило внимание, давайте тут наладим, наладим таким образом, будем это регулировать с точки зрения, чтобы люди, которые этим занимаются, например, не получали свои услуги, а то бывает у нас так, что, например, что-то продают и получают просто деньги там переводом на карту, да, чтобы это появлялись нормальные настоящие рабочие места, чтобы у человека была там страховка, что если он работает там. И при этом, чтобы были, самое главное, меры поддержки, чтобы это поддерживалось. И мы, как корпорация развития Якутии, являемся опорной организацией у нас в регионе по его развитию. Так что вот у нас корпорация развития много направлений различных. Они касаются и инфраструктуры, и туризма. А я именно представляю креативные индустрии, так что мы поговорим сегодня о них. Ага, классно. Вот я заслушалась, и на самом деле из твоих слов, знаешь, что поняла, что ты хорошо подметила, что у нас креативная индустрия это как-то на уровне ДНК немножко. Ну, то есть то ли это от суровых морозов, мы все время пытаемся как-то, то есть созидать. То есть это же своего рода какое-то творчество, правильно получается? И объединение в сообщество. То есть у нас это есть, потому что объединять сообщество надо, потому что холодно, творить надо для того, чтобы было позитивно, больше хорошего чего-то происходило в твоей жизни. Ну и плюс носить-то всегда что-то нужно было, а далеко, да, север, то есть, соответственно, каждый делал все как мог. И, соответственно, это вот научились делать все это, производить, может быть, организовывать даже, мне кажется, вот какие-то сообщества научились, но не научились из этого извлекать какие-то средства. Так получается. Да, это все-таки лежало давно внутри нас. То есть у нас то, что наша культура, наш культурный код, история, наш язык, наш бренд холода,
Все это на самом деле для нас, это фишка, благодаря которой мы можем продавать. Для всего мира это уникальность. Потому что это, знаете, есть же такие в бизнесе unique selling points, то есть уникальность, благодаря которой ты будешь это продавать. Потому что для традиционного покупателя, который будет это покупать, например, скажем, или в Китае, там, где-то на Западе, где угодно, что это интересно? Это откуда-то из Якутии. Интересно, это такое уникальное, у меня других такого нету. А наши ювелирные изделия в первую очередь, да, конечно, интересуются. Но когда они смотрят наше кино, которое сейчас довольно интересно всем, то они, вау, что там они находят какие-то новые смыслы. Есть тоже мнение о том, что в целом в мире сейчас новых смыслов не так много на фоне всего, что происходит. И если взять, скажем, я приведу это на примере последнего фильма «Аватар». То есть мы берем историю «Аватар-1», «Аватар-2», «Аватар-3». Последний фильм, он буквально повторяет во всем себя одно и то же. В конце мы видим, опять же, все то же самое. Та же битва, когда все опять объединяются, главный герой опять ездит по всей планете, собирает снова все племена, и они опять же вновь и вновь сражаются с этой злой организацией и опять побеждают. И опять главный злодей опять убегает куда-то. «Форсаж» так сняли 10 серий. Да, но это весьма успешно, но хочется людям тоже... Это все-таки, я бы не сказал, у нас не инди-кино, не арт тоже, но при этом оно находит новый смысл, отклик. Это что-то необычное. Это, скажем, когда я для себя открыл индонезийские фильмы ужасов, для меня это было необычно. Там совершенно иной подход у них. Я первый раз слышала. Да, Я еще не открывала для себя индонезийские фильмы ужасов. Поэтому это наша уникальность, которую можно продавать. И вот, как ты правильно подметила, у нас всегда это было. Мы всегда старались для себя что-то создать. Я хочу проявить себя, что да, я живу в Якутии, сделаю красивый узор, но теперь как это продать, как это реализовать? Вот в этом мы, как корпорация, хотим помогать. А как вы можете помочь? Вот приведу пример. Начнем, наверное, как-то мы заговорили про именно бренды, про одежду, ювелирные изделия. Начнем с этого все-таки. Дарья у нас стилист, один из самых востребованных у нас в республике. Начнем с этого. К примеру, мы проводим акселерационные программы. Простыми словами, акселератор – это когда, можно сказать, человек занимается бизнесом, но медленно растет. И чтобы он вырос быстрее, мы даем ему такого волшебного пенделя, чтобы он быстрее улетел. Мы обучаем его именно в этой программе, мы обучаем его, как упаковывать свой продукт, как упаковать свою одежду. То есть он знает, как шить, у него есть видение, но как это сделать. И самое главное, мы сводим его с ритейлерами, которые находятся в центральной части России, чтобы и даем ему место, и они дают им место на полках в этих магазинах мультибрендовых, где они могли бы выставиться. Для них это опыт, как они смогли бы продать. И самое главное, чтобы они потом могли отшить эту коллекцию на ближайший сезон, мы даем им льготный займ по 2% до 2 миллионов рублей, которым они могут отшить. То есть у них уже есть куда продать, они продают, получают свою выгоду и на вырученные деньги смогут дальше развивать. Самое главное людей обучить, как этим заниматься. То же самое в IT. Акселератор B8. Почему B8? Там Бизоном у нас связано. Сейчас я расскажу тоже позже про Бизона. Мы обучаем их, как их продукт масштабировать из маленького в большой, для того, чтобы можно было уже вывести на рынок и его продавать. Почему именно у нас такой еще символ Бизона? Бизоны у нас в Якутии раньше всегда, они были исторические, там сотни лет назад. Они со времен мамонтов, по-моему. Да, потом они релоцировались в Америку. Через Берингов пролив они релоцировались, и где-то, получается, в программе там, в 10-х годах их вернули обратно. И сейчас они у нас в Якутии есть, часть их еще даже выпустили там в Горном Улусе на волю, они вполне обратно прижились. Почему бизон именно? Потому что бизон, он такой медленный, спокойный, он развивается, но если он разгонится, он может разогнаться до 40 км в час и сносит все на своем пути. Поэтому акселератор такой B8. И если начать это с брендов, я хочу сказать, у нас прошли такие бренды, как тоже Колдин, который вот сегодня на мне, на тебе тоже определенный бренд, Эйкели, Сокольников, тоже ювелирные бренды, Айни и многие другие, проходят нашу программу и выводят свои продукты. Они понимают, как это теперь продавать. У нас, если взять, например, магазин, множество магазинов, там, Креатив Маркет, Ленские столбы, где можно все это приобрести. И если самое важное, надо, наверное, чтобы понять,
обычный житель Якутии, мне кажется, в целом довольно у нас, ну не то что капризный, но он видит все это. Это все есть. В переизбытке, может быть, даже где-то у нас. Ну, для наверное, нас это обычно, потому что... Для того, чтобы понять, насколько это у нас круто, надо взглянуть на другие регионы. Я для себя понял, это обычная норма. Пока я не начал посещать другие регионы Дальнего Востока, Арктики. Например, возьмем Еврейскую автономную область, город Биробиджан. В Биробиджане из доставок еды только Додо пицца. У нас, как мы знаем, их Какие-то десятки. еврейцы молодцы, они вообще уже во всем. Они везде. Да. Но у них нет, но при этом у них есть, да, завод по пошиву одежды, и она такая, знаете, классические носочки, платочки, но там не проявляется культурный код еврейской области. Это богатый, на самом деле, на культуру можно было бы себя как-то проявить. У них нет IT, у них нет видеоигр, они не снимают свое кино. Взять другие области тоже. А как вас занесло в Биробиджан? Мы проводили такие конкурсы по Дальнему Востоку, где разыгрывали по креативным индустриям, и в каждом из регионов мы проводили какое-то направление конкурса. Свозили из Дальнего Востока людей и разыгрывали приз в 1 миллион рублей. И в Биробиджане мы как раз проводили конкурс по дизайну одежды, потому что там есть фабрика сигнальная, и там наши дизайнеры показали себя на большом высоком уровне. Так что вот мы, как Якутия, организовала этот конкурс, и мы ездили по Арктике, Дальнему Востоку, в 8 регионах были, где мы обучали другие регионы, как это развивать. То есть другие регионы берут у нас пример. Потому что для нас, обычно были, это норма. Для них это что-то новое уже. То есть мы уже стали каким-то таким регионом, который подает пример по этому вопросу. Так получается? Да, если взять... Отличники. Мы отличники в этом, я бы сказал. И даже если взять в кино, то в один из годов мы обогнали именно по полнометражным фильмам. Мы Москва, там, Санкт-Петербург, и где-то мы уже вместе с Санкт-Петербургом на самом деле по фильмам, которые сняты здесь. Наше кино очень хорошо развивается, и вот в прошлом году там рекордные сборы 280 миллионов рублей. Это больше, чем 23-24 год вместе взятые. Еще дальше будет больше. Да, это будет еще дальше расти. И тут, я бы сказал, у нас выходит от 12 до 15 фильмов в год. И вот сами создатели кино у нас, в принципе, друг другом не хотят сильно конкурировать, и поэтому у нас они разделяют даты выхода фильмов. Потому что еще больше фильмов, то будет острая конкуренция. Но при этом у нас очень много жанров, и комедия, есть, и хоррор, и все остальное. И мы видим сейчас, что наше кино добилось, может быть, какого-то своей вершины в Якутске именно по сборам. У нас количество зрителей, конечно, увеличится, но уже не так сильно, потому что все мы и так ходим наши фильмы. И максимум сборов именно в регионе у нас в Якутии это будет около 50 миллионов рублей. Поэтому нам надо выходить за пределы. И для того, чтобы это сделать, надо уже наши ассоциация кинематографистов объединилась. То есть уже не только посещение кинофестивалей, где ты получишь награду, признание, а надо посещать кинорынки, где непосредственно идет продажа фильмов. Недавно Ассоциация кинематографистов при поддержке Центра поддержки экспорта и нас, как корпорация развития Якутии, посетила самый крупный в Азии кинорынок Филимарт. Гонконг славится своими фильмами, мы знаем, там Джеки Чан, Брюс Ли, хоть он потом жил в Сан-Франциско. И там непосредственно идет продажа. То есть там больше находятся не режиссеры, актеры, там именно продюсеры и те, кто дистрибьюторы покупают кино. И впервые у Якутии был собственный стенд. Из всей России были стенды Москино и Якутии. И все. То есть И остальных всё. больше никого не было. Нет, Санкт-Петербург, других не было. И самое важное, у нас был еще кинопоказ фильма Диодорова для всех. И этот фильм тоже очень много заинтересовал дистрибьюторов. Теперь, если говорить про конкретно, что в скором времени будут уже наши якутские СМИ публиковаться новости о том, что определенный якутский фильм благодаря этой поездке смог продать свой фильм. Например, в китайской стороне очень были интересны наши документальные фильмы, где мы рассказываем про наш праздник СЭХ. Или есть фильм про холод, скоро выйдет, готовит Семен Аманатов, где рассказывается, как холод влияет на нас, может быть, как холод влияет на, может быть, как мы раньше, не позже стареем. Так что, например, мне интересно тоже, как надо мной шутят, что ты как-то молодо выглядишь, и, так сказать, молодежь моя
организации скинулись и подарили мне такой значок. Написано «Не Нескуф». скуф». Хотя мне 38 лет. Поэтому наше кино пойдет вперед, и главное здесь вкладываться в маркетинг и продвижение. Во всех сферах, мне кажется, только и в брендах, и в музыке. Мы поэтому планируем к концу года, как корпорация, создать фонд кино и анимации Якутии в размере до 150-200 миллионов рублей и выделять эти деньги именно на продвижение, постпродакшн, чтобы улучшать картинку для стриминговых платформ, и на маркетинг, чтобы наши фильмы уже показывать в целом в России и, самое главное, для выхода за рубеж. Если мы наше кино прокатим там, в 2-3 штатах в Индии, там очень огромное население, или там в одном небольшом регионе Китая, это будет отлично. Но если каждый, да, просто заплатит и по чуть-чуть, и там, да, и все уже. Реально. То есть это зависит уже от населения, получается. Ну, потому что я поняла, что самое сложное, это, по всей видимости, создать субтитры, да, вот этот момент продакшена. То есть, да, вот эти вот постпродакшн истории. И, например, чтобы это потом было качественно на стриминговых платформах. Потому что сейчас, когда я, например, захожу на там Иви, тот же самый, вижу, например, плакат там Диодорова, я такая думаю, о, классно. Я, то есть, посмотрю, даже несмотря на то, что я смотрела его в кинотеатре, я все равно посмотрю, потому, ну, то есть, как вот, как-то вот я чувствую, что когда я смотрю, я чувствую, что я поддерживаю. Ну, очень же у него высокий рейтинг, он в списке лучших фильмов, там же, когда выбираешь, там рейтинг Кинопоиска или где-то, он один из первых, там, наравне с «8 милей». Ой, какой зеленый, какая она? Ну, и то, это другой фильм. «8 миля» это... «8 мили» нет. Это про Эминема, да, но нет, тоже зелёный. классный. Зеленая. Чисто миллениальская тема. Да. Да. А если сказать вот про момент, связанный вот с поддержкой, да, то есть это выглядит как такой маркетинг для креативных, для творческих людей. Потому что вот, опять же, 10 лет назад у нас было понятие, ну, он у нас просто творческий. Типа, знаешь, Да. правда же так? Счастливый, но бедный. Да, немножко же такое было, да. То есть про творческих людей как будто их вычеркивали из общего понимания предпринимательства, адекватности. Ну, там, то есть как-то вот это уже все было. То есть у нас... Да, типа как ты молодец, а кушать на что будешь? Реально. И родители не поддерживали, если ты выбираешь такого рода профессию. То есть, а сегодня, когда мы видим, что есть аж целое, ну, то есть агентство, да, корпорация, есть Министерство инноваций, то есть это уже говорит о том, что ну, там где-то есть прям целый отдел, который будет этим заниматься. Соответственно, он будет сфокусирован на решении задач только этих вопросов. Потому что вот Министерство инноваций, по-моему, его как бы по практике ну, особо нигде нет больше, кроме как у нас, да? Или где-то еще есть? Обычно нету. Обычно нету? У нас все необычно. Да, мы такие. Вот, а как давно это министерство создано и вообще вот как оно тоже вот там какие вопросы оно решает? Ранее оно было Министерством связи и продолжает заниматься вопросами связи. Например, будет проект «Синергия Арктики», сейчас очень хорошо реализуется с Арктикелеком, где прокладывается связь именно практически районы. И это самое важное, чтобы тут мысль, и потом оно было передано в Министерство инноваций, скорее всего, там в 15-16 годах. И тут важно для того, чтобы мысль, вот ценность, которая создается благодаря этой связи, благодаря тому, что Министерство инноваций, корпорация развития, Министерство экономики наше развивает, самое важное, вот, чтобы понять, если для обычного человека, который, может, не занимается креативными индустриями, понять, а зачем мне вот это вот, да, почему вы занимаетесь этим? Да просто для того, чтобы у нашей молодежи они оставались здесь, и они понимали, самая простая мысль, вот почему мы всем этим занимаемся, чтобы у них был, вот как это называется, самореализация, самая простая мысль, я могу добиться чего угодно, находясь здесь, у себя на родине, могу создать фильм, который могут увидеть сотни тысяч человек на Кинопоиске, может быть, уже и в других странах. Я могу создать видеоигру, которая будет играть во всем мире. Я могу создать бренд, начать продавать, тестировать его в Якутии и выйти на мировой рынок. Я могу все делать, это никуда не уезжая. Потому что все-таки в других регионах, тоже Дальний Восток, к сожалению, есть отток населения из-за того, что да, хорошо, в Москве здесь я хоть и творческий человек, но у меня нет места для развития здесь. У меня нет примеров, для которых я мог увидеть и вырасти. У нас много примеров. Ребята смотрят, да, отлично, есть Сахафильм, вот Алексей Егоров, классный актер, директор Сахафильма, вот классный есть Степан Порядин.
создает такие классные фильмы, комедии, и смотрят на них и идут снимать кино. Видеоигры. У нас целое поколение выросло. Я сам работал 7 лет в компании Майтон как гейм-дизайнер, потом как пиар-директор компании. И когда я пришел в компанию в 2016 году, у нас там было 80-100 человек. Компания потом доросла к 2019 году до 1200 человек. И все желающие смотрели и видели, да, можно создать. И это как цель устроиться на работу, туда попасть в команду. Да, и эти примеры, мы смотрим на них и видим то, что я могу добиться всего, мне не обязательно уезжать. И они чувствуют здесь какую-то конкуренцию уже со студенчества друг с другом, потому что уже в студенчестве ребята создают какие-то свои стартапы, IT-проекты, какие-то бренды. Вот это идет творческое начинание, что можно все это сделать, никуда не уезжая. И это важно, чтобы все оставалось здесь. И, в принципе, даже если подумать, в других регионах массово, например, используют все-таки сервисы Яндекса, например. У нас есть своя компания Драйви. Если мы доставляем там продукт, у нас есть своя доставка продуктов. Не то, что пришло. Потому что если даже Яндекс сюда придет, все налоги-то все равно будут уходить в Москву. А здесь важно, чтобы здесь осталось, чтобы наши рабочие места создавались. Так что если люди, молодежь, кто угодно видит, я могу это реализовать, то это же замечательно. Создаются новые рабочие места, и любой человек может себя добиться своей, так сказать, якутской мечты. А Майтона, она не уехала? Мне почему-то казалось, что они куда-то переехали в Сингапур, их в Якутске больше нет. Или они еще есть? Да, если говорить о компании Майтона, то да, потому что они создают мобильные видеоигры. Здесь ООО Майтона не закрылось официально. Так как они создают мобильные игры, это такой сложный рынок, для которого надо тоже постоянно сотрудничать с рекламными площадками. Но, тем не менее, они продолжают поддерживать. Мы проводили совместно с ними такой международный акселератор по видеоиграм. И на самом деле Майтон оставил, в принципе, большое наследие в развитии IT. Даже когда мы здесь находились, они выделяли 30 миллионов рублей на поддержать борьбу с ковидом. 20 миллионов рублей мы выделяли как Майтон выделяла на борьбу с пожарами. Они сделали огромный вклад. И сейчас многие опытные ребята, которые были в Майтоне, так сказать, ветераны Майтона, можно сказать, они создают свои маленькие видеоигровые компании. Их от 10, у нас сейчас около 15 видеоигровых компаний, которые создают игры. Их по 10-15 человек. Классно. Игры для персональных компьютеров в основном. То есть у нас группа компаний корпорации развития, и среди них есть фонд развития инноваций. И мы создали издательство видеоигровое «Новая игра плюс». Если кто играет в игры, то обычно, когда человек начинает новую игру, он прошел игру. Вот как с Майтоном. Мы прошли на обычной или легкой сложности. А новая игра плюс – это когда ты начинаешь новую игру, у тебя есть весь тот же опыт, ты просто перепроходишь игру, но враги сложнее, условия сложнее. И сейчас тоже для нас сложнее выйти на мировой рынок, но нашли способы для этого. И есть, в принципе, надежда, что сейчас будет ренессанс видеоигровой отрасли. Например, видеоигровой проект Кандекан. Многие знают про эту сказку. Есть даже танцевальная студия. И ребята выиграли грант Института развития интернета для создания этой классной видеоигры. Они сейчас являются резидентами квартала труда, коллективного кластера нашего. И они планируют выпустить свою игру в 2027 году. А наше видеоигровое издательство тоже. Это в основном мои бывшие коллеги с Майтоны. Мы недавно анонсировали видеоигру. У нее было рабочее название Харам Иран, Киндаун называется. Она выйдет уже в мае этого года. Это игра для персональных компьютеров в жанре хоррора, где мы объединили, можно сказать, такие страшные сказки, наши легенды. И тем более интересно, что эта игра происходит в сеттинге нулевых годов, когда, знаете, ездили такие наши старые автобусы, люди слушали песню Руслана Ачирова, одну песню. Я хочу теперь поиграть в эту игру. Я тоже. Звучит классно. Поэтому видеоигровая индустрия тоже растет, мы ее поддерживаем в этом плане, финансируем другие видеоигровые компании, и сообщество у нас огромное в этом плане. Так много проектов разных и разных направлений. А как эти люди к вам сами приходят за какой-то, помощью, поддержкой, или вы их тоже где-то ищете, как самородков? Мы проводим через несколько все-таки этапов, если взять видеоигры. Например, мы будем проводить сейчас хакатон видеоигровой совместно с компаниями ЕКТ, тоже есть такой стартап Frozen Pets, технопарком Якутия, где даем задания, и ребята создают игры. Там мы замечаем таланты. И после этого мы проводим, акселерационную программу для них,
уже более такая профессиональная. И потом мы выбираем, вот эта команда может быть сильная, она могла бы, у них есть хорошая, интересная игра. И если вот у нас тоже все получится с этими играми, если они хорошо продадутся, то мы дальше будем это развивать, нанимать новые команды и издавать их игры во всем мире. Есть отдельное издательство тоже EKT Games, это от EKT.ru. Они здесь создали очень такой реалистичный симулятор охоты на уток. У нас все-таки каждый... А я слышала про это. Да, каждый четвертый мужчина у нас все-таки охотник, и многие сейчас скоро поедут в мае на охоту. А играя в игру Булт, они, можно сказать, тренируются в ней. И что интересно, есть игроки, заинтересованные в Бразилии. В Бразилии охота на уток — это интересно, и я хотел бы с ними поговорить, а почему вам эта игра интересна. Ну, это здорово. Так что, видите, наши игры все-таки, и вообще любой контент, все, оно доходит до людей во всем мире. А если вот говорить про, ну, вот сейчас про видеоигры, ну, я как мать сразу, у меня все в призму материнства. Так как сделать ребенка? То есть понятно, что все дети играют в игры, то есть мы не исключение там и так далее. Но вопрос в том, что как вот, например, какая-то образовательная часть, какая база должна быть у человека для того, чтобы он начал заниматься разработкой игр? Потому что если с дизайном одежды, например, мне все понятно, я думаю, большинству понятно, то родителям, например, потому что очень многие говорят там, и это плохо, там, ну, например, там, да, еще пока что, потому что страшно, не все с этим знакомы, и немножко там, также, что касается игр, например, ты много играешь, это плохо. Ну, то есть, вообще, традиция, мне кажется, наказывать человека игрой, ну, то есть, это как бы этот способ манипуляции отношений с ребенком, типа, будешь плохо учиться, не будешь играть. Вот, а куда ему пойти, может быть, учиться, чтобы это для него стало более понятным, знакомым с какого-то такого, ну, подросткового, не знаю, с какого возраста вообще, то есть, это вот, если со спортом, опять же, понятно, когда идти, а вот в эту сферу когда идти? В эту В каком сферу, возрасте, да? Да. в эту И сферу, куда? мне кажется, было бы интересно. Я скажу, может быть, с опыта моего сына. Я ему не запрещаю играть в игры, потому что я сам играл в игры и научился английскому языку, может быть, вообще, то есть что любить в видеоигры, их разработку и стараться это все понять, особенно там, в создании, может быть, нарратива, сюжетов. Я всегда играю. Я играл сам с 7 лет, и ему разрешаю. Есть много разных частных школ у нас, где может ребенок там до школы, после школы пойти и научиться простому программированию, простому созданию небольших анимаций, рисованию на графическом планшете. Это очень развито у нас. И мне есть, сейчас, может быть, расскажу непопулярную такую мысль, которую недавно мы обсуждали с коллегами, тоже из других компаний. Мне кажется, и тоже моим коллегам, что сейчас обучение IT, обучение графическому дизайну, все это уже база, которая необходима, особенно тоже работе с нейросетями. Это база, которую надо уже учить в школе. Это должен быть обычный предмет, как ОБЖ. Люди должны это знать. Однако, теперь непопулярная мысль. Сейчас у крупных компаний, в принципе, в мире, там, в Москве, у нас даже, не очень уже нужны обычные джуниор-программисты. То есть есть уровни, то есть младший, средний и старший. Младшие программисты уже сейчас не нужны, потому что их задачи может вполне выполнять искусственный интеллект. Сейчас необходимо находить такие... Как перепрыгнуть эту ступень? Ты же в любом случае будешь никак младше. не перепрыгнуть, потому что ты не можешь перепрыгнуть, пока сам не поработаешь действительно в реальном поле. Но ты не сможешь поработать в реальном поле, потому что тебя не смогут взять. В этом Это и вот есть эта вся задачка загвоздка. про опыт, который нужен опыт, но где его взять, непонятно. И потому нашим что учебным нужен опыт. заведениям нужно пересматривать свои программы обучающие, потому что мы начинаем готовить слишком, мне кажется, много начали готовить программистов, и боюсь, через какое-то время им будет некуда пойти. Нужно программирование уйти в немного в сторону. Есть вайп-кодинг, когда человек с помощью нейросетей может создавать какие-то продукты, переходить на новые ступени именно по работе с нейросетями. То есть нужны будут другие специалисты, нужно смотреть дальше. Как говорил, есть знаменитый хоккеист Уэйн Грецкий, канадец, и он всегда воспитывался, его учителем, самым главным наставником был его отец. Его отец давал ему самую простую истину. Не гонись за шайбой, будь там, где будет шайба. То же самое здесь. Не следуй просто трендам. Подумай, а что будет дальше? Потому что у нас очень быстро меняется. Пока человек поступит сейчас, например, текущий выпускник, пока он поступит в учебное заведение, отучится 4 года, через 4 года совсем все изменится. У нас время бежит очень быстро, и надо успевать следовать ему.
Поэтому я бы сказал, не обязательно, может быть, идти на программирование, надо выбрать такую, как базу можно изучить, но параллельно всегда пытаться изучить что-то новое. И учебным заведениям нашим пора уже пересматривать эту программу. Это было в фильме «Интерстеллар», о котором мы с вами говорили до интервью. Помните, в начале фильма главный герой со своей дочкой приходит к учителю, на планете хаос, нету сельского хозяйства, все разрушено, везде пыль. И они говорят, нам не нужно больше программисты и инженеры, нам нужны фермеры. И вот надо тоже пересматривать эту стезю. Так что можете вынести в заголовок Петр Гоголев, может, пора перестать учить, но вряд ли. Но И нарежем, нам нужны фермеры. Да. Фермера нет, но действительно можно уйти в креативную как раз индустрию. Ну, IT к нему тоже относится, но здесь можно найти какую-то свою стезю, например, в анимации. У нас хорошая анимация, анимация тоже относится к креативной индустрии. Да, я видела, мультик вышел, там, то есть телеканал детский, там все Да, развивается. у нас есть детский телеканал, у нас создаются мультфильмы, которые могут быть интересны всем, но это очень стало, конечно, дорогим производством, но сейчас с использованием искусственного интеллекта можно, если грамотно подойти, создавать качественный контент. Главное, какая интересная история в нем будет. Конечно, уровень анимации тоже важен, и здесь мы хотели бы тоже найти новые подходы, как это развивать. У нас хорошие короткометражки есть, например, в студии «Тундра», но чтобы это продавалось, короткометражку не продать. Продаешь сериалы или полнометражные. Но сделать полнометражный мультфильм качественный – это 100 миллионов рублей. Сериал может обойтись в 40-50 миллионов рублей. Потому что 1 минута анимация очень дорогая. Ничего себе. Ну, это классно, что уже все началось. Значит, есть перспектива, то есть уже мы на этой тропинке стоим. А почему анимация такая дорогая? За счет чего? Настолько дороже, чем люди живые, которые играют. Ну, взять, например, там знаменитые мультфильмы, да, скажем, от мышиной студии. Их бюджеты огромные, 200-300 лет, но и собирают они много, потому что все-таки это и детские, семейные. Ну, их же как будто мультфильмы. вручную рисовали когда-то раньше. Потому что, да, нужно... А сейчас как будто бы это можно Но сделать чтобы попроще. это качественно выглядело, да? надо все равно прикладывать руку. Нужна огромная команда для того, чтобы все это отрисовать, сделать плавные движения. Это очень дорого сейчас. Но, в принципе, технологии сейчас идут таким образом, что можно было бы сделать. Так что я бы сказал, выбора много, но правильно сейчас оценивать, что будет через 4-5 лет, когда я закончу учебу или сейчас учусь, и чтобы перейти на новую ступень, чтобы быть на шаг впереди всех остальных, быть там, где будет шайба. Вот. Еще я, знаешь, о чем? Вчера просто, вот, когда была премия Чапчал, я была там, общалась со многими ребятами, и мы в коннекте я поняла, что я с ними всеми познакомилась во времена, когда у нас был фестиваль «Арт-квадрат». То есть Сахат Селигер у нас был «Арт-квадрат», фестиваль он был городской, и летом мы тоже все встречались. И, то есть я вот ведала именно вот креативной частью, тогда это творческой частью называлось. И сейчас эти ребята снимают кино, шьют вещи, то есть работают в киноиндустрии, может, кто-то за кадром очень многие. То есть я художники, певцы, некоторые даже на Евровидении вон участвовали когда-то, когда это еще было доступно. То есть настолько вот, да, то есть много ребят 10 лет назад, оказывается, мы уже собирались, генерировались. И у нас вот встал вопрос, вот мы тоже беседовали вчера, и такие, а почему то есть сейчас вот нет таких форумов, нет таких платформ, где бы ребята могли на длительное время, ну как знаешь, арт-резиденция, то есть где на длительное время люди собираются, что-то генерируют вместе, потом защищают этот проект, получают на него какие-то, ну, там, небольшие финансовые средства. Тогда это было, правда, там, по 50, по 25 тысяч рублей давали ребятам, ну, прям немного. Но зато сейчас я смотрю, и это реально крутые режиссеры, это классные, это легендарные уже видеооператоры, которые уже ценятся уже просто везде, не только уже в нашем регионе. И, то есть, и это было 10 лет назад. Они были тогда студентами, кто-то прямо только закончил школу. Сегодня я смотрю на этих ребят и такая, вау, просто. И говорю, как здорово, что вообще то есть этот путь вместе с ними прошли. И вот у нас вот возник вопрос, а вот нынешние молодые ребята говорят, мы бы были не против передать кому-то опыт. Ну, то есть, чтобы вот кто-то вот был какой-то форум, мы пришли, рассказали,
вообще что-то. Или Да. показали практическую часть. Как будто, чтобы быть как вот там, где будет шайба, какой-то школьной или общеобразовательной программы недостаточно, потому что она же согласовывается, и она вряд ли сможет успеть куда-то вперед, ей нужно согласовать, и как будто ты все время будешь немножко отставать. А вот как раз новинки — это про что-то такое вот вне, Да, типа какой-то да, интенсив, да. и какой-то интенсив, который относится к таким людям энтузиазма, да? Мгм. Тут я приведу примеры. Мгм. Что касается школьников, для того, чтобы обучиться по IT-части, и у нас есть конкурсы «Моя профессия IT». Мгм. Это тоже, можно сказать, как лагерь. Ребята делятся на команды, создают какой-то продукт, и школьники, и студенты, и постарше. Это очень большая... Это начиналось совсем как республиканский небольшой Мгм. конкурс, и сейчас он стал федеральным. Прям по всей Круто. России его проводится. Для айтишников есть такое. Мгм. Что касается кино, может быть, тоже одежды, ювелирных изделий, то, ну, конечно, для молодежи не прям всегда проходит, но у нас есть, например, у нас летом в прошлом году проходил форум креативных индустрий, создан на Дальнем Востоке, в Мгм. коллективном классе Я его «Квартал помню, я труда». была там. Там очень много было экспертов и зарубежных, которые тоже рассказывали, Мгм. где будет шайба. А сейчас этот форум в этом году в мае пройдет в Улан-Удэ, в Бурятии. Мы передали эстафетную палочку, и он будет там. Однако вот под общей крышей, чтобы все находились, у нас есть креативный кластер «Квартал труда», Мгм. где просто даже находясь, в неделе проходит огромное количество Ну, это безусловно, мероприятий. я сама там бываю под этой крышей постоянно. Неделя моды в Якутии, в которой ты Да-да-да. участвовала. Да. И там тоже проходили уже в первый день мастер-классы, которые рассказывают, Да, что можно было. было бы сделать в одежде. Например, в эти выходные, в субботу там пройдет большая конференция Драйвикон. Драйвикон, где тоже будет много специалистов, Мгм. которые будут рассказывать, где будет шайба в IT-части, а я буду рассказывать, где будет шайба в видеоигровой индустрии. Так что и там вход свободный, это в субботу с утра до вечера будет Я проходить точно в коллективном пойду. кластере «Квартал труда». В целом, «Квартал труда» сейчас объединяет 230 компаний-резидентов вокруг Мгм. себя. И у них есть льготная ставка, по которой они могут арендовать помещение. И становясь резидентом, ты получаешь кучу классных плюсов Мгм. для себя. И самое важное, ты сможешь находиться под одной крышей с кучей талантливых людей, и у них происходит много коллабораций. Если кто-то делает какое-то мероприятие, он может там же найти себе фотографов, дизайнеров, Мгм. стилистов. Все вокруг, все под одной крышей и начинают работать друг с другом. То есть раньше, если они работали в квартирах, гаражах, небольших офисах, там Ну, вообще, где-то в гаражи — центре это города, легенда вообще. Столько то всего создано в гаражах. А как узнавать о таких мероприятиях? Где вот их искать? Как вот, чтобы люди могли, ну, не просто ближайшее, вот про которое мы сейчас сказали, а в принципе вот знать, где они, ну, где это все вот лучше всего смотреть? я рекомендую подписаться на канал «Креативная Якутия», который мы ведем. Можно новости смотреть на ЕКТРу, читать ЕСА, где также мы публикуем все Мгм. анонсы. Ну и В общем, сейчас главное здесь искать, на да? ресурсах Сахамедиа, Скайп-чате мы все публикуем, рассказываем. Да, главное, важно наблюдать и вступать в эти сообщества. Сообщества, они крепкие, сильные, и там вся информация тоже ходит. И как раз там можно найти какие-то коллаборации или найти для себя экспертов, которые тебе подскажут, как двигаться дальше. То есть у нас, в принципе, раньше в какие-то, ну, когда, может быть, мы были еще моложе, был такой принцип, который сейчас, его, слава богу, нет. Я его называю, когда человек пытался что-то создать, я заведу свой блог. И окружение говорило ему, а зачем тебе это? Тебе делать нечего. Иди на обычную работу. Картошки почисти. Да, и, как бы сказать, лучше посуду помой вместо этого. Поэтому в квартале труда находятся креативщики под одной крышей и создают вместе. Поэтому такие пространства надо создавать. Если у нас, когда у нас появится, не если, когда появится у нас дальневосточный кинопавильон полного цикла, все, кто создают кино, будут там. И самое главное, так сказать, поменяется, если здесь Москва, то здесь Якутия, и сюда можно будет приезжать со всего Дальнего Востока, откуда угодно, хоть с Китая, и создавать здесь фильмы. Здесь полностью можно, полностью цикл записать, хоть оркестр, все озвучить, снять в 2 павильонах то, что ты хочешь. Будет такой большой 360 XR экран, который тебе сделает любой фон, и ты как будто находишься действительно там. В общем, много всего можно делать, но еще я хотел вот добавить, что не хватает, у нас есть, если говорить вот теперь немного, так сказать, по-чиновничьи,
то у нас есть цели, которые надо выполнять. Это указ 302, подписанный главой республики, и это как раз задает такую планку нашей цели, KPI, которую мы должны сделать. До 30 года у нас в сфере креативных индустрий должно работать 70 тысяч человек. Сейчас 48 тысяч, да? И, в принципе, мы к этому придем. Но самое важное – увеличить валовый региональный продукт, то есть добавленную стоимость, которая идет валовый региональный продукт. В общем, чтобы это все продавалось, чтобы это зарабатывало деньги в 2 раза, чтобы это увеличить, по сравнению там, то, что было 2 года назад. Вот это интересно, вот это тяжелее всего сделать. Людей можно количество увеличить, да, посчитать, но чтобы они зарабатывали, вот в это надо вкладывать. И чтобы эти все меры поддержки работали, мы сейчас, вот как корпорация развития в Якутии, разрабатываем закон о креативной экономике именно Республики Саха-Якутия. То есть только наш. И как мы говорили с вами ранее, мы всегда как-то необычно по-своему подходим. В регионах некоторых уже приняли его. Он такой стандартный, говорит, эти занимаются этим, а мы, как обычно, подойдем к нему необычно. И как что обычно. важно, потом будет создан такой реестр, такой список, не Шиндлера, список, там, не знаю, Гоголева, да, куда входят, должны войти список Нуршевич, список тех, кто занимается креативными индустриями, и чтобы войти, и те, кто в нем есть, они смогут эти меры поддержки получать, как федеральные, так и республиканские. А чтобы в него войти, нужно всего лишь навсего, чтобы ты относился к креативным индустриям, твой бизнес, там, у тебя юрлицо зарегистрировано. И самое главное, чтобы это работало в Якутии. То есть, чтобы сюда человек, там, который работает в Санкт-Петербурге, не зарегистрировался здесь и все, чтобы налоги и рабочие места создавались именно здесь. Вот поэтому принятие закона тоже нужно, и развивать мы все это будем. Самое важное, чтобы люди оставались здесь, у них было понятие, да, я могу добиться всего, никуда не уезжая. Это моя якутская мечта, я ее исполню, и обо мне узнает весь мир. Ура! Хочется. Здорово, спасибо большое. Стало все, на самом деле, на свои места, потому что, правда, вопросов было много по креативным индустриям и в целом таким терминологиям, да, но на самом деле это нужная корпорация, которая занимается именно и помогает, да, монетизировать творчество, если совсем простым, так вот, в общем, совсем упростить. Поэтому те, кто все-таки планирует в дальнейшем развиваться в этой сфере и хочет, чтобы это стало делом его жизни и приносило ему доход, то вам к ним. Вот к этому человеку, запомните его, Петр Гоголев. Вот. И всем большое спасибо, что были с нами. Всего доброго. Развивайте свои креативные индустрии, развивайте свой регион. Пока.